На этом месте раньше был детский сад. Правда, сегодня, глядя на все, что царит здесь, в это сложно поверить. Нужно приложить немало усилий, чтобы вообразить себе, где здесь раньше располагалось здание, а где играли дети. Самого строения нет. Территорию используют как стоянку. Облюбовали это место и люди без определенного места жительства. Да и природа взяла верх. Здесь растут деревья и многочисленные кустарники. И тем не менее, раньше здесь было дошкольное учреждение. Само здание воздвигли еще в первой половине прошлого века. В 90-х его передали детскому садику. Чуть позже сюда перевели Первомайскую налоговую инспекцию. Лет 10 назад здание сгорело, его снесли, оставили только забор. Споров за эту территорию было много. Бизнесмены ратовали за строительство бизнес-центра, другие хотели построить здесь жилой дом. В муниципалитете решили разузнать историю этого участка. Когда выяснилось, что в советские годы на этой территории был детский сад, решили, что необходимо восстановить социальную справедливость. Приказ уже подписан. По адресу Бишкек, улица Тыныстанова, 193, скоро будет детский сад. Сейчас уже дано поручение управлению капитального строительства, чтобы заложили все необходимые документы, решения, а также запроектировали. И строительство детского садика обязательно будет стартовать в 2019 году. Если строительство будет успешным, я думаю, что к осени, может быть, 2019 года, может быть, мы будем уже иметь какой-то каркас здания. Эту новость уже знают местные жители, и ей они в особенности рады. Живо еще в памяти то двухэтажное строение, куда многие из них водили с позаранку своих детей. Помнят они и как горело здание, неделю целую, столько же, говорят, его и тушили. Знают они и о том, что перед их домами хотели построить бизнес-центр. Конечно, я 100% согласна, что был здесь детский садик. Иначе дом, я в этом же доме живу, но дом будет, если строить, мы задохнемся. Садик – это самое проблематическое сейчас в наше время устроить детей. Вот я бы хотела, чтобы здесь был садик. С каждым годом в Кыргызстане растет потребность в детских садах, говорит министр образования Гульмира Кудайбердиева. Население растет. Тем не менее, детских садов за последние годы стало тоже немногим больше. Если в 2010 году их было 600 с лишним, то в этом году их уже насчитали 1390, из которых 1248 государственные. Многие здания детских садов вернули детям. Сейчас мы совместно министерство, совместно с фондом госимущества тоже делаем инвентаризацию всех тех зданий, которые были когда-то переданы. И по предварительной информации фонда госимущества у нас порядка 80, более 80 зданий, по-моему, 85, в которых расположены типовых зданий детских садов, в которых расположены различные государственные какие-то учреждения. Если бы нам передали эти 85 детских садов, конечно, решила бы вопрос для более чем 50 тысяч детей. Возвращать детские сады тем, кому они и должны принадлежать, достаточно трудно, говорит министр образования. Здания были приватизированы и распроданы. В одних суды выносят приговоры, в других собирают налоги. О дошкольных учреждениях, которые там когда-то находились, практически ничего не напоминает. А в самих детских садах несколько детей делят одну кровать и один стульчик, особенно в больших городах. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС.